Здравствуйте, в студии Кристина Якупова. Предлагаем вашему вниманию брифинг по эпидобстановке. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки и мерах против инфекции. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова эпидобстановка в республике на сегодня? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка характеризуется по данным Управления Роспотребнадзора 240 случаями новой коронавирусной инфекции, выявленных на территории республики. Из них 50 случаев выявлено заболевание детей. На настоящий момент в городе Якутске и в ряде районов республики объявлен карантин. Дети переведены на дистанционное обучение по острым респираторным вирусным заболеваниям. В связи с этим, соответственно, выявляются среди достаточно большого количества ребятишек больных ОРВИ и, соответственно, дети, которые имеют болезнь такую, как новая коронавирусная инфекция. Из 190 взрослых, которые у нас непосредственно за эти сутки были зарегистрированы в качестве заболевших, непривитых 97,8%, 186 человек. В стационарах получают у нас сегодня лечение 1157 пациентов. В состоянии средней тяжести находится у нас 1044 человека по всей республике. В тяжелом состоянии 97, из них непривитых 96. В отделениях реанимации уменьшилось количество тяжелых больных, но тем не менее для нас, наших врачей, дорога жизнь каждого человека. Врачи борются за жизнь 16 крайне тяжелых больных. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, наиболее напряженной остается у нас обстановка в Мирнинском, Нерюнгринском, Молданском, Алюкминском, Нюрбинском и Мегино-Кангаласском улусах. Среди районов, которые сегодня непосредственно явились достаточно опасными, является Нюрбинский улус, потому что достаточно долгое время не происходило выявление большого количества случаев, в связи с чем оперштаб района должен принять соответствующие меры для того, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Первым компонентом в республике привито 492 709 человек. Это составляет 68,7% взрослого населения. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, многие из вас прививались в начале января и, соответственно, по май месяц. В связи с этим для этих граждан уже наступил период ревакцинации. В связи с чем в целях создания коллективного иммунитета приглашаем вас на ревакцинацию в наши учреждения здравоохранения. Также можете вызвать бригаду для того, чтобы медицинская бригада поставила соответствующую прививку. Обращаем внимание на важность ревакцинации, особенно тех, кто прошел вакцинацию в первом полугодии 2020 года. Свыше 80% у нас сегодня провакцинировано в Абыйском, в 7 районах, в Абыйском, Малайховском, Верхнеколымском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском. Обращаю внимание, что сегодня есть ряд районов, которые уже также подходят и к 80%. Среди них это в том числе, например, такой промышленный район, как Ленский район, который и Алданский, который тоже скоро превысят отметку 80%. Меньше 60% взрослого населения провакцинировано в Горном, Намском, Алюкминском и Чурапчинском районе. Сегодня необходимо обратить внимание на то, что оперативный штаб Алюкминского района принимает малое количество мер, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на территории района. В связи с этим сегодня оперативному штабу района будет дана строгая установка принять меры для соблюдения норм санитарно-эпидемиологического режима, в том числе включая ношение масок, санитарно-эпидемиологические требования по социальной дистанции. Это, соответственно, регистрация и фиксация людей, прибывших в город Алюкминск через открывшийся аэропорт, и, соответственно, соблюдение QR-кодов. Сегодня в районе ситуация одна из сложных, и она связана прежде всего с слабым контролем со стороны оперативного штаба района, о чем будет указано. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. И вот его главные темы. Правительство России дополнительно направит более 5 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог в Якутии. Меморандум подписали Национальный природный заповедник озера Паянг Китая и Государственный природный заповедник остров Врангеля.
Спартакиада среди учащихся стартовала в Тампонской гимназии. Якутия получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на строительство и ремонт дорог. Сумма более 5 миллиардов рублей. В целом она составит 300 миллионов. Это позволит охватить больше автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и провести ремонт улично-дорожной сети городских агломераций. Всего дополнительное финансирование получат 23 региона. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Средства будут направлены регионам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», также в рамках программы содействия развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, государственной программы Российской Федерации развития транспортной системы. Национальный природный заповедник озера Паянг Китая и государственный природный заповедник остров Врангеля, осуществляющим управление национальным парком Кыталык, будут сотрудничать в области сохранения редкого вида стерха. Чтобы укрепить международные связи по укреплению межгосударственных связей и научного сотрудничества, между этими странами подписали меморандум. Мероприятие прошло из-за ограничительных мер в формате онлайн. Данный документ направлен на расширение возможностей научного изучения территории гнездования и территории зимнего пребывания белых журавлей и других мигрирующих птиц. Будет продолжаться работа по изучению и сохранению и самой птицы, и места обитания, и научные исследования, и в том числе еще и предполагаются продолжение работ по искусственному разведению стерха и дальше выпуску в природу. Это впервые такое подписание, и это именно на федеральном уровне, так как национальный парк был создан именно на федеральном уровне, ну, собственно говоря, вот для сохранения птиц. Алрос развивает инфраструктуру на Кынской производственной площадке. В период с 2020 по 2023 годы строители должны построить и сдать в эксплуатацию 3 жилых общежития. На следующей неделе сдадут первое на 120 человек, сотрудников вахтового поселка. Анна Винокурова расскажет подробности. Осмотреть оборудование, электропроводку и убедиться в их исправности. В Накыне у рабочих остались последние работы перед сдачей общежития в эксплуатацию. Комната готова для заселения, то есть полностью закомплектована мебелью, стоводелка вся выполнена. По первому этажу у нас выполнен греющий пол. Комната закомплектована на 2 человек. Это холодильник, телевизор, чайник, то есть всем необходимым. К возведению общежития для 120 сотрудников МНГОК строители приступили в начале 2020-го. Во-первых, в Накыне за последние годы объемы производства увеличились и будут увеличиваться. Приступили к разработке месторождения трубки Майская. В карьере ведут вскрышные работы, и к 2024-му здесь будут добывать алмазы. Во-вторых, подходят к концу сроки эксплуатации других общежитий поселка. Некоторые построили еще 20 лет назад, когда Нюрбинский ГОК начал работу. Общежитие представляет двухэтажное здание. Оно однотипное здание. Проект взят из Мунского месторождения Удачнинского ГОКа на 120 мест секционного типа. Строительство общежития в вахтовом поселке началось в разгар пандемии, но рабочие уложились в срок. По плану, к концу 2023 года в вахтовом поселке должно быть 3 таких новых общежития. Помимо этого, для сотрудников предприятия Алроса построит новый спортзал. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В Мегино-Кангаласском улусе Нижнебестяхской средней школе номер 1 присвоили имя кавалера ордена «Знак почета», заслуженного работника народного хозяйства и заслуженного учителя Якутской ССР Михаила Попова. В торжественной обстановке открыли вывеску и барельеф. Это еще одно знаменательное событие для поселка Нижнебестях, а именно увековечивание памяти людей, которые служили Отечеству в сфере народного хозяйства во благо своего района и республики. В Тампонской многопрофильной гимназии имени Вячеслава Штырова стартовала спартакиада среди учащихся гимназии на призы Деда Мороза. Организаторы включили в программу 4 вида спорта – волейбол, шахматы, настольный теннис и пулевую стрельбу. Первый этап открыли соревнования по волейболу и шахматам. Наши коллеги с подробностями. Борьбу на волейбольной площадке за призы Деда Мороза вели 3 команды.
Также прошла товарищеская встреча с командой учителей, в состав которой вошли директор гимназии Петр Новгородов и учителя-предметники. В стенах нового здания Тамбовской гимназии это первая спартакиада, проводимая в собственном спортзале. В старом его не было, поэтому даже уроки физкультуры проходили в других залах. После переезда гимназии буквально появилось второе дыхание для занятий физкультурой и спортом. В этом учебном году открылись секции по волейболу, пулевой стрельбе, настольному теннису и шахматам. На первое время ребят довольно много пришло, потом, конечно, некоторые отсеялись, кому стало неинтересно. Сейчас 36 человек ходит, это достаточно много. Если сравнивать их уровень, когда вот они только пришли играть в волейбол, то сейчас, если сравнивать, как они играют, это гораздо выше уровнем, поднялись, так сказать. В ходе соревнований боевой командный дух продемонстрировали все игроки. По итогам партии лидировала первая команда, капитан Семен Сидоров. Второе место – вторая команда, капитан Александр Ворошилов. И третье место – третья команда, капитан Александр Елизаров. Следующий этап спартакиады по пулевой стрельбе и настольному теннису состоится 8 декабря. Соревнования прошли очень классно. Это были незабываемые эмоции. И это даже дороже, чем первое место. До этого мы участвовали в районных соревнованиях, и мы все время играли против школы. И с появлением новой гимназии, надеюсь, у нас будет развиваться волейбол, и мы будем лучше играть. У меня осталось очень много положительных эмоций. Сначала мы первую партию проиграли, но потом все же мы выиграли. Наша команда заняла первое место. Мы этому очень рады. У нас было очень много эмоций. И наконец-то мы можем заниматься волейболом в стенах нашей родной гимназии. У нас есть тренер, и у нас есть учителя, которые всегда нас поддерживают и занимаются также с нами волейболом. Как отметил директор учреждения Петр Новгородов, первая в гимназии спартакиада – событие знаковое, которое дает отсчет новому этапу развития школьного любительского спорта в Тамбовской многопрофильной гимназии имени Вячеслава Штырова. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбовский район. Оставайтесь на телеканале Якутия-24, не переключайтесь.